На повестке дня 35-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия» 3 основных вопроса. Член Высшего совета партии, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, выступая перед участниками, гостями конференции, отметил, какую огромную работу проводят партийцы в социальной, благотворительной и экономической сферах, улучшая качество жизни жителей. Он также добавил, что необходимо наладить дополнительную работу по поддержке семей участников СВО. Также партия участвует в сборе и отправке гуманитарной помощи жителям новых регионов России, оказывает всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции и членам их семей. Еще раз доказывает, что забота о людях является одной из главных задач в ее работе. Необходимо особо обращать внимание на участников и членов их семей, которые участвуют в специальной операции военной. Хотел бы, чтобы партия «Единой России» члены семьи обращала на их внимание, особое внимание. Мы, имеется в виду, само правительство, оно занимается там, четко задача поставлена Минобразования, там, Минздравоохранения, да, чтобы вот Министерство здравоохранения, они должны, каждый участковый врач должен знать, сколько на территории живут у них семей военнослужащих, потом, кто из них увечья получил, Бейнет Мубивич, Алгеш Долцаря, Гаганчан. Но мы должны понимать одну вещь. Самое главное сегодня, особо, и на что я обращаю внимание президент Владимир Владимирович Путин, да, мы должны относиться к семьям погибшим. Семьям вообще, я вплоть до того, я сказал, чтобы знать, какие лекарства им необходимы. Понимаете, какие льготные лекарства. То есть мы расписали и по образованию, то есть, значит, сколько детей, в каком классе. Значит, если они приближаются к выпуску 11 классов, с университетом, ректором переговорили, чтобы подготовительные готовили. Секретарь Ингушского регионального отделения партии Магомед Тумгоев подвел итоги работы ингушских единороссов за текущий период. В 2024 году прошли 2 самых главных политических события в масштабах страны и республики. Это выборы президента Российской Федерации и главы республики Ингушетия. В рамках избирательной кампании на выборах президента России в Ингушетии был сформирован региональный избирательный штаб кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В период работы регионального избирательного штаба было проведено более 100 мероприятий. В работе штаба самое активное участие принимали все сотрудники регионального отделения партии, партийный актив местных отделений. Благодарю каждого, кто внес свой посильный вклад в общее дело. Магомед Тумгоев также рассказал о достигнутых результатах в рамках реализации партийных проектов. Одно из таких достижений – создание партийного десанта, в рамках которого региональные рабочие группы инспектируют ход реализации национальных проектов. В целом в республике за этот год проведено более 200 выездов, в которых приняли участие 11 тысяч граждан, задействованных в сопровождении объектов. К сотрудничеству с партдесантом привлекли 2500 человек. И здесь я бы хотел выразить благодарность члену Высшего совета нашей партии Махмуду Али Бакшариповичу за его эффективное лоббирование интересов республики, федерального министерства и ведомства. Благодаря его усилиям удалось включить нашу республику в реализацию национальных проектов, в результате чего в Ингушетии строится такое большое количество различных социальных объектов, благоустраиваются улицы.
Далее перешли к следующим основным вопросам конференции об изменениях в составе регионального политического совета Ингушского регионального отделения партии и президиума в связи с ежегодной ротацией, а также избрание делегата на 22-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». В региональный политсовет вошли Магомед Гадабошев и Магомед Евлоев вместо Харуна Саутиева и Беслана Горчханова, а в президиуме Зейта Арцханова сменил Магомед Евлоев. Делегатом же от республики на 22-й Всероссийский съезд партии, который пройдет в середине декабря в Москве, выбрали Анзора Мархиева, члена президиума регионального политического совета, в Рио руководителя администрации главы и правительства республики. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев озвучил годы первичного отделения партии. Соответственно, мы там будем подводить итоги реализации этого года первичного отделения партии. Но и непосредственно конструктивный диалог в рамках, это фундаментальное направление, это то, что считают основным важным моментом, самым главным моментом в истории нашей страны, в современной истории нашей страны, это поддержка специальной военной операции, поддержка участников специальной военной операции, это поддержка членов семей участников специальной военной операции. Но и общий фронт нашей работы и федерального уровня, и регионального уровня, федеральных органов власти, региональных органов власти, то, что непосредственно нам озвучивает президент страны, глава республики Ингушетия Калимат Мухаммадович Шарипович, это повышение благополучия, благосостояния наших граждан. В работе конференции приняли участие более 150 делегатов и приглашенных, депутаты Народного собрания, районных и городских советов, секретари местных и первичных отделений партии, представители молодой гвардии и активисты «Единой России». Диана Дударова, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.